Добрый день, ребята! Пусть день будет действительно для вас сегодня добрым. Меня зовут Ирина Николаевна, и я проведу урок математики. Какое у вас настроение? Ваше настроение я предлагаю вам выразить при помощи смайлика. Нарисуйте смайлик, который соответствует сейчас вашему настроению. Прозвенел уже звонок. Начинается урок. Математика сложна, но говорим с почтением, что математика нужна всем без исключения. Ребята, к нам на урок придут необычные гости. Но чтобы их встретить, надо подготовиться. Тема нашего урока – задачи на уменьшение числа на несколько единиц. Проведем математическую разминку. Посчитайте в прямой последовательности от 10 до 20. А теперь в обратной последовательности. Назовите самое маленькое двузначное число. Соседи числа 15. Назовите последующее число 18. Предыдущее число 14. Молодцы! Хорошо знаете числовой ряд. Телеурок. Ребята, я уже слышу, что гости подошли. Человечки очень споро чинят электроприборы. Их не видно, не смотри, ведь они живут внутри. Нету места мистики, если рядом фиксики. Мы узнаем их имена позже. А сейчас посмотрите, чем предлагают заняться фиксики нам на уроке. Сегодня на уроке узнаем о новом виде задач. Научимся решать задачи и оформлять решение задач. Сможем применить наши математические знания в жизни. Посмотрите на экране примеры. Что в них общего? А чем они отличаются? На какие группы их можно разделить? Верно, распределите примеры в две группы. Проверим. Давайте сделаем вывод. Когда увеличиваем, становится больше. Прибавляем, знак плюс. Когда уменьшаем, становится меньше. Вычитаем, знак минус. Вы выполнили правильно. И сможем мы теперь прочитать имена фиксиков, которые пришли к нам на урок. Получились слова нолик, симка. Вот они. Нолик предлагает нам посмотреть на рисунок. Можно ли, не считая эти предметы, сказать, каких предметов больше – чашек или блюдец? Видим, что чашек меньше, блюдец больше. Мы можем сразу сказать, сколько блюдец
сколько чашек и каких предметов больше? Потому что одному блюдцу не хватает чашки. Значит, блюдец больше. Так как одному блюдцу чашки не хватает, значит, блюдец на одну больше, чем чашек. А чашек, соответственно, на одну меньше, чем блюдец. Сделаем вывод. На один больше. Это столько же и еще один. На один меньше. Это столько же, но без одного. Посмотрите, на столе у Симки лежало 5 груш, а яблок на 2 меньше. Сколько яблок лежало на столе у Симки? О чем наша задача? О грушах и яблоках. Из условий задачи известно, что груш было 5, а яблок на 2 меньше, чем груш. Требуется узнать, сколько было яблок. На 2 меньше. Это столько же, только без 2. 5 минус 2 равно 3 яблока. Известно, что груш 5, а яблок на 2 меньше. Мы знаем, что на 2 меньше это столько же, но без 2. Яблок на 2 меньше, то есть на 2 меньше, чем 5. Значит, от 5 отнимаем 2 и получим 3. Итак, мы посчитали, сколько же яблок лежало на столе. Груш было 5, яблок на 2 меньше. От 5 отняли 2 и получили 3. Ответ: 3 яблока лежало на столе. Молодцы, справились с заданием Симки. Телеурок. Нарисуйте в тетради 3 желтых треугольника. Как сделать так, чтобы их стало на 1 меньше? Убрать 1 желтый. Стало меньше или больше? Правильно, меньше. На сколько? На 1. Сколько их стало теперь? 2. Как узнали? 3 минус 1 равно 2. Вывод. Если число уменьшилось, то мы вычитаем. Ребята, а теперь отдохнем и выполним гимнастику для глаз. Ленивые восьмерки. Отдохнули? Молодцы! Симка предлагает открыть учебник и прочитать задачу номер 2. Давайте с вами вспомним, из каких частей состоит задача. Для тех, кто забыл, посмотрите на экран. Условия.
вопрос, решение, ответ. Читаем задачу. Мама положила в салат 5 яиц, а в тесто на 2 яйца меньше. Сколько яиц положила мама в тесто? Назовите условия. Мама положила в салат 5 яиц, а в тесто на 2 яйца меньше. Каков вопрос? Сколько яиц положила мама в тесто? Составим условия. Сколько треугольников нам надо нарисовать? Правильно, 5. Нарисуйте. Стало больше или меньше? Верно, меньше. Значит, зачеркнем 2 треугольника. Каким действием будем решать задачу? Вычитанием. Запишите решение. 5 минус 2 равно 3. 3 яйца. 3 яйца мама положила в тесто. Ответ нашей задачи. Нолик и Симка довольны тем, как вы решали задачу, и они предлагают вам отдохнуть. Что значит стало на несколько единиц меньше? Уменьшаем. Решаем вычитанием. Фиксики хотят знать, как вы усвоили новый материал. Давайте определим. Правая рука – знак плюс. Левая рука – знак минус. Посмотрите на экран. Было 4 помидора. Стало на 1 больше. Сколько стало? Поднимите ту руку, с помощью какого знака решается эта задача. Сколько помидоров стало? 4 плюс 1 равно 5. Кто поднял правую руку? Молодцы! Было 7 черешин. Стало на 1 меньше. Сколько черешин стало? Поднимите руку. 7 минус 1 равно 6. У кого получился такой ответ? Молодцы! Нолик и Симка попросили вас решить трудную задачу, которую не смогли сами решить. Но я думаю, что вы, ребята, справитесь. Девочки, Лейла, Оля и Асель выращивали цветы. Одна выращивала розы, другая – гвоздики, третья – астры. Какие цветы выращивала каждая девочка? Если Лейла не выращивала розы и гвоздики, Оля не выращивала розы, какие цветы выращивала Асель? Молодцы! Справились с задачей. Асель выращивала розы, а Лейла – астры, Оля – гвоздики. Ребята, на этом наш урок подошел к завершению. Давайте подведем итог. Сегодня на уроке
мы с вами узнали о новом виде задач. Научились решать задачи и оформлять решения задач. И теперь можем применить наши математические знания в жизни. Оцените свои знания по новой теме с помощью светофора. Нарисуйте в тетради. Зеленый. Урок прошел удачно. Я активно участвовал в работе. С заданиями справился успешно. Я очень доволен собой. Желтый. Сегодня на уроке не все задания оказались такими уж легкими. Мне было трудно, но я справился. Я вполне доволен собой. Красный. Задания на уроке оказались слишком трудные. Мне нужна помощь. Нолик и Симка благодарят вас за работу на уроке. Спасибо. До новых встреч!